В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. Миновала первая неделя февраля 2018 года. Какими событиями были полны эти несколько дней, расскажем прямо сейчас. Просили огласить списки – получите. Стали известны имена должников, не погасивших кредиты перед Сбербанком Абхазии и специальным внебюджетным фондом приватизации республики. Комментарий Генпрокуратуры. Главные инвестиционные риски. Как улучшить деловой климат в Абхазии, что мешает и как преодолеть. В интервью с главой инвестагентства Инаром Гицба. Водные артерии города. Что требуется для полной загрузки. Спецрепортаж программы о работе столичного водоканала. Широкий общественный резонанс получили списки должников по кредитам, выданным в период с 1999 по 2014 годы Сбербанком Абхазии и средств специального внебюджетного фонда приватизации республики. Списки были опубликованы на сайте Генпрокуратуры 8 февраля. В судебные органы страны направлены иски о взыскании невозвращенных кредитов с 360 заемщиков. Напомним, что мероприятия по финансовому оздоровлению банковской системы Абхазии по возвращению ранее выданных кредитов физическим и юридическим лицам проводит Генпрокуратура Республики, Национальный банк Абхазии и другие структуры по распоряжению президента Абхазии Рауля Хаджимба. Все ли недобросовестные заемщики вошли в этот список, узнавала Нала Кове. Генеральная прокуратура республики опубликовала списки должников по кредитам, выданных ранее физическим и юридическим лицам сберегательным банком из средств специального внебюджетного фонда приватизации. Почему мы говорим исключительно о сберегательном банке? Речь идет о тех средствах, которые должны вернуться государству, поскольку сберегательный банк – это единственный государственный коммерческий банк в Республике Абхазия, поэтому мы говорим исключительно о тех заемщиках, которые брали кредит в государственном банке. Безусловно, что в Абхазии большое количество заемщиков, которые брали кредиты в коммерческих банках и не возвращают их, но это уже другая история, это отношение частного банка с частным бизнесом и физлицами. Поэтому, естественно, Государственная комиссия вопросами возврата денег, взятых в коммерческих банках, не занимается. Как бы я хотел остановиться на том, что речь идет исключительно о сберегательном банке. В списках прокуратуры представлен список тех, кому выдан был кредит из ресурсов сберегательного банка. Я так понимаю, позже будет вывешен список заемщиков тех, кому выдавались деньги из приватизационного фонда Республики Абхазия, но это будет другой список. В списке из 17 страниц 316 физических лиц и 44 юридических. По настоящее время сумма задолженности по кредитам составляет соответственно 286 миллионов 864 тысячи 831 рубль и 3 миллиона 155 тысяч 516 долларов США. Это задолженности по линии Сбербанка и 180 миллионов 883 тысячи 500 рублей средств специального внебюджетного фонда приватизации. Как подчеркнул Беслан Барателя, списки неполные, в них нет заемщиков за последние несколько лет, и не только их. Очень много вопросов было по поводу того, почему списки старые, 2010 года, 2008 года, нету списков прошлого года, позапрошлого. Значит, в первую очередь мы опубликовали списки тех, по которым уже есть судебные решения. Мы не имеем права обнародовать информацию, пока не принято решение суда. Но хочу сказать, что с тех пор, как введена временная администрация с середины ноября, в суды Республики Абхазия переданы иски на сумму 150 миллионов рублей. Это дополнительно, помимо тех, которые уже обнародованы. Поэтому в ближайшее время, после того, как будут приняты судебные решения, будут вывешены и представлены списки заемщиков, которые должны вернуть сберегательному банку 150 миллионов рублей. Помимо этого, в наши дни, сегодня, вчера, ведется активная работа и готовится новый пакет документов, который будет передан в суд. На данный момент, на сегодняшнее утро, где-то на 120 миллионов рублей подготовлено материалов для передачи в суд. Поэтому, если сложить две суммы, которые уже переданы, 150 и еще 120, то есть получается 270 миллионов, к тем 600 добавится и получится огромный кредитный портфель. Председатель Национального банка страны также отметил, что после введения временной администрации Сбербанка большое количество заемщиков, не вернувших кредиты в положенные сроки, начало обращаться с просьбой о реструктуризации долга.
То есть они не могут вернуть деньги в срок, но просят продлить, установить новый график, подписать дополнительное соглашение. И я хочу сказать, что Сберегательный банк всегда, вот повторюсь, всегда идет навстречу, где это возможно, потому что задача банка не наказывать заемщиков, а создать условия для того, чтобы они могли выполнить свои обязательства, а Сберегательному банку главное вернуть деньги для того, чтобы он устойчиво функционировал и выполнял обязательства перед своими клиентами. На данный момент в судебные органы разновременно направлены иски о взыскании вышеназванных кредитных средств по 360 лицам, по которым приняты решения. В их отношении будут приняты предусмотренные законодательством меры, направленные на исполнение судебных решений. На Алакове, Роберт Ломья, Абхазское телевидение. Деятельность по возврату кредитов обеспечивается рабочей группой, созданной на основании распоряжения президента Республики Абхазия. Суммы задолженности физических и юридических лиц, попавших в список, составляют по Сберегательному банку около 300 миллионов рублей и более 3 миллионов долларов США, из средств внебюджетного фонда приватизации Республики Абхазия свыше 180 миллионов. Опубликованные списки должников основаны на данных, предоставленных Национальным банком Республики Абхазия с учетом уже принятых по ним судебных решений. В соответствии с действующим законодательством, решения суда, вступившие в законную силу, подлежат обязательному исполнению. В случае неисполнения судебного решения законодательством предусмотрен принудительный порядок исполнения. Такими функциями наделена недавно созданная служба судебных исполнителей, которая обладает большим спектром мер воздействия. Также законодательством предусмотрено привлечение лиц, не исполнивших судебные решения, и их к уголовной ответственности. Опубликованный список содержит данные по состоянию на 5 февраля 2018 года. В настоящее время в суды направлено 20 исковых заявлений на общую сумму 150 миллионов рублей. Также готовятся материалы еще по 20 должникам на общую сумму 120 миллионов рублей. На этой неделе общественный интерес вызвали и другие немаловажные события. Ирина Аржева напомнит о некоторых из них. В селе Чандара Гудаутского района житель Рустам Чхибилия, вскапывая землю на своем приусадебном участке, наткнулся на древнее захоронение, в котором находились останки человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и другие украшения. Ученые предполагают, что находка относится к периоду поздней античности и раннему средневековью. Место, где было найдено захоронение, известный могильник, на котором велись раскопки известными археологами Михаилом Гумба, Аликом Габели, Александром Скаковым. Сейчас украшения находятся в Национальном банке, позже они будут переданы в Госмузей. Премьер-министр Беслан Барцец провел совещание по организации проведения выборов президента России на территории Республики Абхазия. Как сообщил посол России в Абхазии Семен Григорьев, принято решение об увеличении количества избирательных участков в республике. На территории нашей республики будут задействованы участки в следующем порядке. Сухум – 4 участка, Гагарский район – 4 участка, Гудаутский район – 4 участка, Гулрыбский район – 2 участка, Учимчирский район – 3 участка, Тпорчал – 1 участок и Гал – 1 участок. Беслан Барцец дал поручение главам городов и районов оказать содействие посольству Российской Федерации в Абхазии в подготовке организации проведения выборов президента Российской Федерации. Сотрудники МЧС Абхазии провели двухдневные учения в Гудаутском районе вблизи озера Рица с целью совершенствования взаимодействия сил и средств при ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий в горных условиях в зимний период. К учениям были привлечены Центр по проведению спасательных операций особого риска «Пламя», пожарно-спасательные отряды ряда районов и города Сухум. В учениях также принимал участие кинологический расчет поисково-спасательной службы Юга России. Проект ЮНИСЕФ о вакцине против вируса папилломы человека обсуждался в Арс Мира, где состоялась пресс-конференция заместителя министра здравоохранения Мактины Лакирбая и акушера-гинеколога Оксаны Читанава. Специалисты утверждают, что этот вирус на 100% является причиной возникновения одного из самых распространенных онкологических заболеваний – рака шейки матки. Существует множество типов вируса папилломы. Наиболее онкогенными считаются 4 из них – 6, 11, 16 и 18. Вакцина Гардасил эффективна как раз в отношении этих типов, и вакцинация может предотвратить развитие рака шейки матки и других опасных заболеваний, вызванных вирусом папилломы человека, говорят специалисты. Новая вакцина на стадии внедрения в Абхазии, и внесение ее в национальный календарь прививок зависит от выводов медицинского сообщества страны.
25 лет назад, во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, был создан мотострелковый так называемый армянский батальон имени маршала Советского Союза Баграмяна. 9 февраля в Абхазии отметили эту памятную дату. В торжественных мероприятиях приняли участие президент Рауль Хаджимба, руководство республики, ветераны и общественность страны. Как мы уже сообщали, на этой неделе в Москве состоялась встреча заместителя министра экономики Абхазии Заура Гулия и директора Государственного инвестиционного агентства Инара Гицба с представителями Агентства стратегических инициатив России. Речь шла о возможностях по применению опыта российского агентства в Абхазии. Участники анализировали инвестиционный климат в нашей стране и искали пути для его улучшения. Какие задачи необходимо решить, чтобы оживить деловую сферу? Что нужно сделать для преодоления административных барьеров, которые мешают развиваться предпринимательству в Абхазии? Мы обсудим с нашим гостем, руководителем Государственного инвестиционного агентства Инаром Гицба. Здравствуйте, Инар. Здравствуйте. А перед тем, как мы перейдем к нашей беседе, я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели сюжет, который подготовила Елена Лолуа по теме нашего разговора. С удовольствием. Абхазия заинтересована в инвестициях практически во все отрасли экономики. В сельское хозяйство, курорты и туризм, промышленность и энергетику. Совместных российско-абхазских предприятий, которые работают в республике, более 140. Предприятий с российским капиталом более 200. Такие данные были приведены на последнем 8-м Абхазо-Российском деловом форуме. В действительности количество функционирующих объектов может быть больше, считает экономист Заур Шалаша. Но на этот факт влияет, в частности, изменение политического фона вокруг России. Бизнес любит тишину, когда говорят, это имеет основание. У нас, когда начинают, у нас общество, конечно, хочет знать об этом, кто у нас реально вкладывает средства, в каких местах это находится, но после введения санкций западными странами Российской Федерации, это одна сторона, которой некоторые фирмы не хотят разглашать, некоторые предприниматели свою деятельность в Абхазии, это одно. И второе, с учетом местного нашего менталитета, я должен это подчеркнуть, не все наши предприниматели местные и иностранные также хотят озвучивать, на основании каких источников созданы разные предприятия. Почему в Абхазию, страну с большими ресурсами, выгодным географическим положением и налоговыми льготами, большой бизнес, в том числе российский, приходит с неохотой? Может, дело в административных барьерах и неких коррупционных схемах? Заур Шалаша говорит, что государство заинтересовано в инвестициях и предпринимает конкретные шаги в этом направлении. Я не считаю, что сегодня наши органы госуправления где-то противодействуют или не способствуют как раз вовлечению инвесторов в нашу экономику. Единственное, что я хотел бы пожелать, все-таки административные барьеры, когда мы говорим, есть у нас законы, которые регламентируют их деятельность в области проведения проверок разного рода. У нас количественно их больше 15. И хотелось бы, чтобы вот они согласовывали свои планы проверок. Прежде всего, почему? Потому что, когда заканчивают налоговые инспекции, они обязательно присутствуют во всех странах. Вот они свою проверку заканчивают, после этого может прийти госстандарт, после этого может оргинспекция, после этого может прийти санэпидемстанция, пожарная инспекция. Чрезмерная их регламентация в этом плане как раз это мешает ритмичной работе любого предпринимателя, любого предприятия. Благоприятные налоговые условия для иностранного капитала – это еще не все. По мнению доцента кафедры национальной экономики АГУ Хатуны Шатепа, инвестиции приходят в страну с сильной экономикой, где действует верховенство права и четко работают государственные и судебные органы. Если слабая экономика, к сожалению, мы сейчас говорим как раз об абхазской экономике, состояние ее продолжает она находиться у нас в трансформационном кризисе, здесь серьезные системные проблемы. Это первый важный фактор, который мешает инвестициям. Второе, правовая сторона, я имею в виду не наличие законов. Кстати, наличие законов, потом инвестиционного агентства и потом ждать инвестиционной активности, это тоже, наверное, не очень верный вектор. Мы имеем практику, наша практика. Есть, например,
закон о фермерском хозяйстве, имеем Министерство сельского хозяйства, но очень тяжелое положение в самой отрасли. Точно так же репатриация, закон о репатриации, комитет о репатриации, но, к сожалению, имеем низкую долю самих репатриантов в Абхазии. И так мы можем, вот коррупция, пожалуйста. У нас есть закон, у нас есть комитет, а самих дел фактических по коррупции нет. Чтобы так не получилось, вот когда правовая сторона мы говорим, речь не идет о законе и создании каких-то институтов, чтобы принцип неотвратимости работал, чтобы закон был одинаков для всех. Иностранному инвестору нужны гарантии. Он готов работать в правовом поле, говорят эксперты. Большой бизнес не придет туда, где существует многолетняя проблема «занято». Это когда власти дали добро, к примеру, восстанавливать гостиницу, а неформальные ее хозяева отпугивают потенциальных инвесторов, предлагая свои правила игры, из-за чего большое количество объектов стоит в разрухе, в том числе в самом сердце Сухума. Об этом, в частности, говорил президент Рауль Хаджиба на одной из встреч с общественностью. Мы все время говорим о том, чтобы были инвестиции. Как только приводишь кого-то, как только кому-то показываешь те или иные объекты, появляются люди. Это наш объект, это наша земля, мы никому ничего не дадим. Так не получится у нас построить государство. Нужно понимать, мы готовы сотрудничать с теми, кто представляет эти районы, говорить с ними. Те, кто приходят к нам с какими-то хотя бы мизерными возможностями, с этими инвестициями, это очень чувствительная сфера. Если они почувствуют, что где-то какие-то подножки, конечно, они будут разворачиваться и уезжать. Все общество должно понять, что реальный сектор абхазской экономики не будет развиваться без капитальных вложений, убежден Заур Шалаша. Мои коллеги, выступая в разных конференциях, встречаясь с ними, всегда ставят вопрос: мы заключили договор с вашими властями, но реально мы не можем прийти, вложить и так далее, потому что, к сожалению, у нас еще этому фактору мешают, когда приходят наши власти, дают разрешение, конкретный объект приходит, и тот пресловутое «занято», к сожалению, всплывает. Это тоже бессрочно продолжаться не может. Когда-то должен заработать реальный закон, который регламентирует эту тоже деятельность. Когда мы говорим о инвестиционном климате, о содействии вложения, здесь мы должны принимать участие, все общество, кто бы где ни находился, потому что одни органы правопорядка будут защищать инвесторов, охранять их собственность. Это тоже неверно, потому что мы тоже должны помогать органам правопорядка. Инвесторы очень чутко реагируют на все события в стране, говорит Хатуна Шатыпа. Сложная криминогенная ситуация, внушительный кредитный список, обнародованный на днях Генпрокуратурой. Все это также создает негативный инвестиционный фон в республике, убеждена эксперт. Обсуждают опубликованные списки должников. Опубликовала Генеральная прокуратура. Знаете, это и у нас, у специалистов, вызывает много вопросов, но также и у инвесторов. И их это такая информация точно отпугивает. Потому что если государство не имеет механизмов, как вернуть эти деньги, а про них пока мы ничего не слышим, просто наличие списка. Потом там при получении много вопросов, некомпетентно оформлены или нет правовой базы, да, не заложили возврат, что за бизнес-планы, кто их разрабатывал, кто принимал, если это были бизнес-проекты. Или неужели такие плохие условия в Абхазии ведения бизнеса, что вот так массово люди не могут вернуть. А кто несет ответственность? Не только они или еще те структуры, которые готовили соответствующие документы, ставили подписи. Почему мы имеем сложные показатели и по экономике, и сложно можем прогнозировать вообще инвестиционный процесс и любой процесс сегодня? Это отсутствие вот этой государственной программы среднесрочной, частью которой должна быть и государственная инвестиционная политика по стимулированию инвестиционной деятельности. Поиском инвесторов для бизнес-проектов абхазских предпринимателей занимается инвестиционное агентство, учрежденное в 2015 году при Министерстве экономики. Агентство работает по принципу единого окна, оказывает информационную поддержку и правовое сопровождение. В общем, желание привлечь инвестора есть.
Но объективные и субъективные причины, как видим, пока мешают приходу большого бизнеса в Абхазию. Елена Лоло, Михаил Братухин для событий недели. Наверное, вот такой вот сюжет подготовила Елена Лова. Я понимаю, что вы совсем недавно возглавили инвестагентство. Буквально 11 января вы вступили в свою должность, и это чуть меньше месяца. И тем не менее, я бы хотела спросить, вот здесь были поставлены достаточно такие актуальные для Абхазии вопросы. И в этой связи вот инвестагентство как-то может влиять на те ситуации, которые здесь были обрисованы? Тоже занято? То есть фонд приватизации, есть ли вообще информация о том, что у нас занято, что у нас свободно, кто всем этим владеет? Или же это не в сфере вашей компетенции? Конечно, проблем очень много. И говоря вообще о процессе привлечения инвестиций, нужно понимать, что инвестагентство – это не та структура, которая способна решить и ответить на все вопросы. Да? Но, тем не менее, оно создано с целью оказания содействия изменению ситуации для предпринимателей и потенциальных инвесторов как внутри Абхазии, так и внешних инвесторов, да, с целью, чтобы вот как бы их деятельность была более комфортная. Это прозрачные и понятные условия ведения бизнеса на территории Республики Абхазия. Это содействие экспорту продукции, которая здесь произведена. Что касается вот этой проблемы занятых, конечно, это один из существенных факторов. Ведется, я знаю, работа в направлении преодоления этой сложности, но вот как было правильно подмечено, существует ряд объективных и субъективных сложностей. Тем не менее, вот инвестагентства моими коллегами до меня были разосланы соответствующие письма главам администрации районов, чтобы создать определенный реестр возможных секторов и вообще направлений для инвестирования, да, там, по каждому району в отдельности. Сейчас мы систематизируем полученные ответы и пытаемся понять, где какие сложности существуют и достаточно ли нам эта информация, которую нам прислали, чтобы ее потом продвигать дальше и показывать, презентовать потенциальным инвесторам, которые в принципе есть, но... Насколько полную информацию вам присылают? Вот тут вот пока мне сложно дать оценку этой информации, но, конечно, на первый взгляд мне хотелось бы, чтобы там более детальная была информация. Но опять-таки я подчеркиваю, видимо, при составлении этой информации каждый район отталкивался от тех сложностей, которые мешают создать полную картину того арсенала доступных возможностей, которые у них есть в районе. Да? И в этом направлении мы тоже после систематизации, выявления тех недостающих элементов будем стараться оказывать содействие по, как сказать, наращиванию, что ли, или по получению более четкой и ясной картины по каждому отдельному району Республики Абхазия. Кроме того, вот, да, как я уже говорил, да, мы будем заниматься и уже делаем это сбором, обработкой, систематизацией информации об инвестиционном потенциале всех районов. Да. Потом эту информацию рассчитываем разместить на нашем сайте. Кстати, у нас сайт достаточно современный, пока в двух языковых версиях, но мы планируем вот в ближайшее время запустить и третью языковую версию. Кроме того, если позволите, да, немножко вот наперед забегу, скажу о том, что сейчас ведется активная работа по поддержке экспортеров наших. Ну, прежде всего, конечно, это консультирование предпринимателей по вопросам субсидирования и по возможностям получения субсидий для организации этой деятельности. Вот существует, как вы знаете, постановление Кабинета министров вот от прошлого года, от 6 марта, если быть точным, которое предоставляет возможности получения субсидий организациям экспортеров в рамках целевой программы поддержки экспорта Республики Абхазия. Там 3 категории, в которых можно получить эти субсидии. Конечно, хотелось бы, чтобы размеры этой помощи были значительно больше, но как бы отталкиваемся от того, что сегодня доступно, и рассчитываем, что эта возможность все равно в какой-то степени нашим предпринимателям облегчит выход на внешние рынки их продукции.
Ну, я знаю, что есть ряд проектов, которые сейчас находятся там на стадии до финансирования, даже на сайте у вас увидела эту информацию. Есть один проект «Абхазские сады», который уже как бы работает в полную силу, достаточно успешен. И расскажите, пожалуйста, нет ли у них проблем с экспортом своей продукции за рубеж? Да, вот действительно это предприятие одно из тех предприятий, которые мы приводим в пример, когда рассказываем об успешных проектах. Вот они одни из первых воспользовались возможностью участия в программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса. И на сегодняшний момент они уже поставили на российский рынок 180 тысяч единиц своей продукции. В принципе, для такого молодого предприятия, которое только-только вот набирает обороты, показатели неплохие. На начальном этапе сложности были. Но это, как всегда бывает, да, не столкнувшись с определенными сложностями, не научишься их преодолевать. Да? И там были вопросы, связанные с заключением определенных контрактов на поставку этой продукции и размещение у сетевиков. Но сейчас эти вопросы сняты, они заключили соглашение с очень крупной компанией, которая у них берет эту продукцию и размещает по своим каналам как бы в торговых сетях. И мы рассчитываем, что другие наши предприниматели, которые, может быть, на сегодняшний день не вышли на такие показатели, но набирают обороты, а такие у нас есть, действительно, это и ДР Абхазия, и ряд других компаний, тоже будут иметь возможность представлять свою продукцию не только на российском рынке, хотя он, в принципе, для наших оборотов на данном этапе может быть достаточным, но мы все-таки еще этот вопрос рассматриваем с точки зрения и укрепления внешнеполитического имиджа страны. То есть, да, то есть, если наша продукция будет представлена у крупных сетевиков и в странах того же Ближнего Востока, может быть, европейских, в Китае, вот сейчас это направление, кстати, активно мы начинаем разрабатывать, то это как бы позволит и презентовать определенным образом и республику в целом, да, которая есть вот республика, в которой производятся такие экологически чистые и вкусные продукты. Ну, вы возглавляете не только инвест-агентство, но и являетесь сотрудником Министерства иностранных дел Абхазии. Долгое время вы работали официальным представителем Абхазии в Турецкой республике. То есть вот это видение Абхазии с точки зрения мирового какого-то пространства, что дает оно вам в вашей работе? Спасибо за вопрос. Вот действительно, когда мне предложили возглавить инвест-агентство, я, не будучи экономистом, имел некоторые сомнения, буду ли я полезен в этом направлении деятельности. Но после долгих консультаций пришли к выводу, что опыт работы во внешнеполитическом ведомстве, да, и наработанный за эти годы круг связей, в том числе и в европейских странах, но прежде всего это, конечно, учитывая мою направленность по странам Ближнего Востока, и учитывая, что, работая в Турции, мы оказывали содействие привлечению инвестиций в Республику Абхазия, встречались часто там с потенциальными инвесторами, предпринимателями крупными, прежде всего из среды абхазской диаспоры, но не только, рассказывали о возможности инвестирования в Абхазию, и как бы в этом направлении соприкасались. И тут было принято решение, что работа и в МИДе послом по особым поручениям, и главой инвест-агентства можно продвигать и нужно продвигать не только внешнеполитические интересы Республики Абхазия, но и создавать условия для привлечения иностранных инвестиций в Республику Абхазия путем как бы презентации и инвестиционной привлекательности Республики Абхазия. У вас есть какое-то конкретное видение, может быть, по какой-то конкретной ситуации, по какой-то конкретной стране? Ну, конечно. Опять-таки я начну со стран Ближнего Востока, потому что, во-первых, там компактно проживают представители нашей диаспоры, а мы часто сталкивались с вопросами потенциальных инвесторов, знающих, что в мире проживает более чем в 53 странах наша диаспора, да, и один из
вопросов, один из первых вопросов, которые они задавали. А вот есть ли примеры успешных проектов, которые там реализованы представителями вашей диаспоры, да? И вот действительно мы пришли к пониманию, что привлекая прежде всего, в первую очередь, наших соотечественников, наших братьев и сестер, которые достаточно успешны в тех странах компактного их проживания, мы создадим определенные примеры и ориентиры для других. То есть, если у нас будут спрашивать, сегодня есть, кстати, такие примеры, как вам известно, вот в Адзюбже тепличное хозяйство, одно из первых тепличных хозяйств было организовано нашими соотечественниками, и вот мы всегда это приводим в пример, да. И это позволит создать положительную динамику и даст нам возможность как бы говорить, что вот смотрите, да, у нас очень успешно реализовываются проекты нашими соотечественниками. По Турции мы планируем и сейчас занимаемся отбором интересных проектов и в дальнейшем рассчитываем в Турции их презентовать. Кроме того, у нас динамично развиваются в том числе и в этом направлении отношения с Сирийской Арабской Республикой. По Иордании тоже есть определенные наработки. Не хочется забирать вперед и хвалиться, но рассчитываем, что действительно мы сможем в этом году собрать такой пул потенциальных инвесторов, которые уже сегодня, в принципе, готовы инвестировать. Инвестагентство нацелено прежде всего на поддержку бизнеса в самой Абхазии, наших предпринимателей. Что в этом направлении делается? Мы знаем, что есть господдержка, но меня интересует вот этот момент становления малого бизнеса. На первоначальном этапе, на самом сложном этапе, как выбираться нашему предпринимателю? Вот что инвестагентство им предлагает? Тут, честно говоря, нам хороший вопрос, но честно признаюсь, что особо хвастаться пока нечем. Конечно, в этом направлении работа ведется, но опять-таки инвестагентство это не панацея как бы для решения вопросов наших предпринимателей. Но мы прежде всего готовы и с удовольствием это делаем, оказываем консалтинговые услуги в сфере разработки инвестиционных проектов, ориентируем, как правильно написать и где правильно написать бизнес-план. Вы можете предложить какие-то свои идеи в поддержку малого предпринимательства в Абхазии, именно тех предпринимателей, которые делают в бизнесе свои первые шаги? Ну, в этом направлении, да. Мы в целом как-то стараемся выходить с какими-то инициативами, прежде всего на Министерство экономики, там как бы придавать и выкристаллизовывать как бы эти идеи в более такой предметный пакет предложений. Ну, могу сказать, что на сегодняшний день вот есть предложения по ряду товаров, ввозимых нашими предпринимателями из-за рубежа, и вот по НДС. Кроме этого, мы рассчитываем, что благодаря вот сейчас, как вам известно, недавно у нас была в Москве встреча с агентством стратегических инициатив, мы рассчитываем, что выйдем на подписание соглашения, которое позволит нам, во-первых, оценить на экспертном уровне действительно профессионально, потому что у них достаточно хороший в этом опыт, состояние вообще инвестиционного потенциала, выявление слабых отраслей и применение лучших практик для улучшения ситуации. Мы рассчитываем поэтапно улучшать некоторые показатели. Ну, рассчитываем прежде всего, что начнем с разработки мер по упрощению и ускорению регистрации предприятия и по созданию такого перечня рекомендаций, что ли, по улучшению ситуации с административными барьерами, которые, к сожалению, действительно существуют. И вот зачастую приходится слышать от наших предпринимателей, что эти административные проблемы, ну, помимо всех остальных сложностей, еще как бы и эмоционально сложно преодолеть тем, которые делают первые шаги как бы в бизнесе. А это тоже важный фактор, на наш взгляд, потому что если человек, который вот попытался, у него не получилось, потом руки опустятся, и как бы он не будет продолжать стараться как бы преодолеть эти сложности. То, о чем говорилось сейчас в сюжете.
Там была еще такая мысль, раз мы чуть-чуть перешли к сюжету, я хотела напомнить мысль, которую высказала Шатыпа по поводу списков опубликованных, о том, что это демонстрирует перед нашими потенциальными инвесторами какую-то слабость, несовершенство судебной системы, несовершенство банковской системы, какие-то промахи при выдаче кредитов. Как бы вы могли прокомментировать? Я бы не совсем хотел бы комментировать решение Генеральной прокуратуры о публикации этих списков, но я бы хотел попробовать посмотреть и с другой стороны на этот вопрос. Помимо тех сложностей, которые были озвучены в сюжете, с другой стороны, это показатель того, что действительно есть запрос на преодоление этой ситуации. И, возможно, вот эта мера, наверняка там при принятии этого решения были продуманы и рассчитаны дальнейшие меры. Но, тем не менее, это показывает, на мой взгляд, в том числе и о том, что действительно есть большой запрос на преодоление этой ситуации. И вот это вынужденная, не хотелось бы говорить, что последняя мера, да, наверняка еще, как я говорил, есть понимание, как это в дальнейшем реализовывать, но показывает, с другой стороны, что государство предпринимает усилия, несмотря на то, что да, список большой и накопился он достаточно за долгое время, но уже, видимо, настала та точка критическая, после которой уже невозможно продолжать делать вид, что это не мешает развитию. Инар, хотела задать вопрос на популярную нынче тему биткоинов. Действительно, это интересная тема. И насколько она, на ваш взгляд, актуальна для Абхазии, в условиях Абхазии? Спасибо за вопрос. Действительно, сфера криптовалют произвела особенно за последнее время такой фурор. Мы, конечно, тоже не остались в стороне от этих процессов, потому что прекрасно понимаем, что у нас нет шанса оставаться где-то в задних рядах, и если действительно это направление может принести нам пользу, нельзя упускать шанс воспользоваться такой возможностью. Но, конечно, интересная технология. Я бы тут несколько разграничил, криптовалюта — это один вопрос, токен — это другой вопрос, а блокчейн как технология, да, третий вопрос. И тут, конечно, все-таки кажется, что сама технология блокчейн, которая, кстати, уже активно применяется многими ведущими и финансовыми организациями, в том числе и JP Morgan Chase Bank, председатель правления, заявил о том, что активно использует эту технологию в своей работе. Мы тоже изучаем возможность применения и полезности этой технологии на территории Республики Абхазия. Конечно, существует определенная доля риска, но тем не менее в условиях Абхазии, на мой взгляд, эта доля крайне минимальна, потому что в том числе у нас нету эмиссии собственной национальной валюты, фиата. А как это все может повлиять на работу инвестагентств конкретно? Инвестагентство, прежде всего, конечно, оказывает содействие по экспертной оценке полезности и возможности применения технологий и блокчейн, и создания собственного токена с дальнейшим прицелом на выход и участие в ICO. Кроме того, инвестагентство может быть, в случае, если будет принято соответствующее решение, той площадкой, где будет проходить апробацию, та же технология и блокчейн. То есть на примере одного инвестагентства можно будет в пилотном варианте посмотреть, насколько это работает и насколько это полезно. Вы бы хотели этим заняться? Это интересно. Это интересно, действительно, да, и сегодня это все больше и больше набирает оборотов, но тут тоже нужно понимать, что даже элементарно, когда что-то новое создается, да, оно в процессе потом всегда совершенствуется, да, может быть, сегодня и блокчейн, и вообще сфера криптовалют, она уже немножко по-другому выглядит, чем тогда, когда она только появилась.
не хотелось бы отставать от этого процесса. И именно поэтому мы внимательно действительно наблюдаем и изучаем этот вопрос, рассматриваем возможности применения у нас. Вот после того, как будет действительно дана полноценная оценка и выявлены все и как бы слабые и сильные стороны для нас, будет приниматься решение. Обидно было бы упустить такую возможность, которая позволит совершить рывок и прорыв. Кроме того, вот пример того же Wikileaks. Наши телезрители, может быть, не все смотрели интервью Владимира Познера с Джулианом Ассанжем. Вот хотелось бы как бы перефразировать вопрос и сказать, что Wikileaks, несмотря на огромное давление, да, и блокаду их возможности использовать там систему и MasterCard, и Visa, вот по словам Джулиана Ассанжа, они увеличили свои активы благодаря, в том числе и криптовалютам, в 50 тысяч раз. То есть это огромный показатель. Очень амбициозная задача. Я хочу, завершая нашу беседу, вернуться к тому, каковы будут первые шаги на ближайшее время инвестагентства, что вы планируете для того, чтобы приблизить вот те цели, о которых мы говорили? Конечно, будем добавлять, продолжая те проекты, которые были начаты до того, как я возглавил это агентство. Будем предлагать новые, соответственно. Но вот, как я уже говорил, будем выходить на более широкие площадки, презентовать и представлять возможности инвестирования в Республику Абхазия, инвестиционный потенциал далеко за пределами Республики Абхазия, оказывать содействие привлечению инвестиций, ну и, конечно, оказывать содействие вот нашим предпринимателям внутри. Программы целевые, если позволите, не хочется пока забегать вперед, но будем с удовольствием рассказывать и вам, и нашим телезрителям. Я благодарю вас за интервью. Желаю вам Спасибо. удачи в вашей работе. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей студии был директор Государственного инвестиционного агентства Инар Гицба, который рассказал о задачах структуры по улучшению делового климата в стране. К сожалению, некоторые события очень отрицательно сказываются на инвестиционном имидже Абхазии. 10 февраля примерно в 20:40 в районе Ачимчирского морпорта неизвестным был похищен капитан турецкого сейнера, гражданин Турции Селим Кай, 1969 года рождения. По данным пресс-службы МВД Абхазии, двое вооруженных людей остановили автомашину и, насильно высадив водителя, похитили пассажира Селима Кая. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МВД и СГБ Абхазии автомашина была обнаружена на проселочной дороге в районе Беслахубского перекрестка. Уголовное дело по статье, карающей за похищение человека группой лиц по предварительному сговору и с применением оружия, а также по статьям, предусматривающим ответственность за разбой и незаконное ношение оружия, возбуждено прокуратурой Ачимчирского района. Для координации хода расследования создана следственно-оперативная группа, в которую вошли представители МВД, СГБ и прокуратуры Ачимчирского района. В настоящее время активно ведутся поиски преступников и их жертвы. Продолжаем программу. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства остаются актуальными для всех жителей Абхазии. Что происходит в этой сфере в столице, в частности по водоснабжению? Обеспечить бесперебойную подачу воды в дома людей – одна из главных задач коммунальных служб Сухума. Как с ней справляется столичный водоканал? Какими ресурсами обладает и с какими проблемами сталкивается в своей работе? Об этом в специальном репортаже Ренаты Шакая. Современную жизнь сложно представить без элементарных условий. Налаженная канализационная система, свет и вода – это главные артерии любого города. К нам в редакцию часто обращаются с просьбой о помощи, узнать, по какой причине нет воды в той или иной части города. Хотя в социальной сети коммунальные службы всегда оповещают граждан об авариях и отключениях подачи воды. С чем связано периодическое отключение подачи воды? Как работает коммунальное управление? В каком состоянии на сегодняшний день вся эта система? На эти вопросы мы попытаемся ответить сегодня.
В первую очередь мы направились в муниципальное управление «Водоканал». Работа начинается сразу с КПП. Именно здесь находится главная диспетчерская с круглосуточным приемом заявок. В течение дня диспетчер принимает более 15 заявок. И на все сотрудники стараются отреагировать незамедлительно. Да. Хорошо, давай. Сделали все? И вот у нас журналы мы записываем. Водопровод и канализация. Дальше мои действия в том заключается доложить руководству перед рабочим днем. Все эти вопросы, которые заявки, все разбираем на 5-минутке с руководством. Главному водоводу, обеспечивающему Сухум питьевой водой уже более полувека. Многие десятилетия его не ремонтировали. Последние годы водовод давал о себе знать частыми прорывами, практически каждую неделю. Очередной этап ремонтных работ, в ходе которых специалисты должны ввести в эксплуатацию новую систему водовода, начался более месяца назад. Специалисты соединяют полиэтиленовые трубы диаметром 800 мм, роют траншеи и укладывают новый трубопровод. Заменен водовод, трубы которого были заложены еще в 50-60-х годах прошлого столетия. Срок их службы 25 лет, а эксплуатируются они уже более 50 лет. Возраст некоторых участков водопровода достигает 70 лет. Этот водовод обеспечивает водой 2 резервуара, находящиеся на высоте 87 метров. Это 5 и 3 резервуары. Мы уже в прошлом году, перед Новым годом, поменяли участок от насосной станции до автозаправочной станции по улице Гумесинская возле Ветерка. С заменой этого участка мы сразу же увидели результат этой замены. Раньше вода поднималась до 5-го резервуара, это ближайший резервуар, 1,5-2 часа поднималась вода. А вот сейчас за 35-40 минут вода поднимается, наполняется уже резервуар, это 2000 кубов резервуар. За 35-40 минут наполняется. Это было столько утечек на этом водоводе. Мы участок этот стальной трубы меняем в связи с тем, что вот там вот, где экскаватор копает, и там вот сзади, там тоже болото. Пластиковая труба, ее невозможно, где есть малейшая влажность, она не запаяется. И поэтому вот этот участок мы решили пройти стальной трубой, и потом продолжить пластиковой. Общая протяженность участка, где будет проложена новая водопроводная труба, более 6 километров. Укладка новых водопроводных труб в столице рассчитана на 3 года. Работу начали от насосной станции номер 4 в Новом районе до Сухумского интерната. И персонал обученный, и люди есть, которые могут работать. И молодежь, что самое главное, молодежь подтягивается, несмотря на трудности. Вот в такой грязи с лопатой в руках, иногда даже когда в городе утечка, они по пояс в воду залазят, чтобы устранить эти утечки. Техники хватает, и кран есть, и сварочные машины есть, и экскаваторы есть. Дело в том, что у нас 2 бригады водопроводчиков, и у нас 1 трактор всего, GCB, вот такой хороший экскаватор. Есть, конечно, еще 1 экскаватор, белорус, но он такой старый. И экскаваторщик старый, и сам экскаватор еще старее, наверное. Поддерживаем, работаем. Есть такие работы, которые экскаватором уже невозможно делать. Когда другой техники не было, мы и руками помогали, и экскаватором, но уже на сегодняшний день техника время настолько шагнуло вперед, что старым экскаватором уже очень трудно работать. Специалисты заверяют, водоснабжение в Сухуме после завершения ремонтных работ улучшится. В ближайшее время никаких отключений воды не планируется. Если они и произойдут, то только из-за отключения электроэнергии. Насосные станции, водозаборы, питающие город водой, полностью зависят от электроэнергии. Установить такие мощные электрогенераторы для бесперебойного питания на сегодняшний день невозможно. Водозаборов в городе 3, 2 расположены в районе Гуместы, 3 в районе Киласура. Как оказалось, Сухум – единственный город в республике, где хлорируют воду и добывают ее из скважины глубиной более 30 метров. Это 4-я насосная станция, 4-й водозабор. Он отреставрирован.
запущен в 2011 году и обеспечивает водой новый район, старый поселок, Нагорную часть Виема, Яштуху через резервуары. С этого насоса вода поступает в 2 резервуара, в 5-й и в 3-й. С 3-го насоса опять перекачивается в 4-й резервуар и оттуда получает Вием. Состояние этой насосной станции, оно хорошее, оно реставрировано. Здесь заменено все. И энергетика, трансформаторы, насосное оборудование, технологическое оборудование, все. Насосные скважины заменены. Здесь вот, можно сказать, по последнему слову, современной техники водозабора. Вторая насосная станция оставляет желать лучшего, но даже видя ее состояние, сложно поверить, что все это оборудование обеспечивает центральную часть города водой и ни разу не была остановлена по какой-либо причине. Более полувека работает исправно. В прошлом году рядом со старой станцией начали строить новую. Запустить ее планируют уже в следующем году. Отсюда выходит 3 водовода, 2 пятисотки, 1 трехсотка. Вот. Эта насосная была построена после окончания Великой Отечественной войны, где-то в 1948-1949 году. Была проведена экспертиза здания, которая пришла к заключению, что ее невозможно реставрировать. И было принято решение о постройке нового здания, новой насосной. Но здесь кое-что будет усовершенствовано. Те агрегаты там, которые работают, они работают без резерва. А на этой насосной предусмотрели работающее и резервное оборудование. То есть 3 насоса постоянно будут работать и 3 в резерве будут находиться, что обеспечит бесперебойную подачу воды в город. 3 насосные станции для 60-тысячного столичного населения только за 1 час качают около 8 тысяч кубов воды в город. По расчетам специалистов, в сутки на одного человека уходит 350 литров воды. Протяженность труб в городе около 520 километров. Водоводы, которые питают город с водозаборов, около 70 километров. Потеря воды, вот по нашим подсчетам, 35-40% мы теряем воды. После завершения всех работ столица будет получать воду бесперебойно, и, что немаловажно, она будет чистой. Завершая съемку, на 2-й насосной станции мы направились в центр города. При въезде в город велись работы по замене лопнувшей водопроводной трубы. Помимо того, что водоканал ведет работу по всему городу, он еще берется за устранение тех или иных поломок, еще и в Сухумском районе. Мы находимся вот здесь на улице Братьев Изукбая. Здесь проходит наш водовод 300-миллиметровый. Произошла утечка, тоже очень старая труба. Это ровесница, наверное, нашей насосной. Произошла утечка. Вообще мы там, где проходят наши водоводы, по Сухумскому району, помимо города, нам приходится все эти утечки устранять. Потому что теряется наша вода, и полноценной подачи воды в город не будет, если мы не устраним это все. Если раньше акцент делался только на центральной улице, то сейчас ремонтно-восстановительные работы проводятся и в предгорной части города. По словам жителей улицы Арцах, никаких работ здесь не проводилось более 15 лет. Здесь постоянно текла вода. Ужас один. Сзади дома был водопад. Жить вообще невозможно. Среди зимы комары летают, мокрицы ползают. Ну вот, позвонили ребятам, сказали подписи собрать, собрали подписи. И вот, ребята, сегодня 2-й день, слава богу, ни воды нет, ни шума нет, и чисто, и все нормально. Самое главное, ребята работают от души. 15 дворов в этом тупике по улице Арцах в течение нескольких дней в свои дома получат чистую воду. Занимаемся заменой водопровода 250 метров, диаметром 63. За 2017 год наша организация устранила 350 утечек по городу. Это маленькие утечки, имеется в виду там 2-3 метра, которые вот меняются трубы и все такое. А вот такие работы, как там по 150, по 200 метров, мы провели, значит, 4-й армейский проезд мы проложили 170 метров.
Войнахская проложили 270 метров трубы. Планируется, вот сейчас имеем заявку, Войнахская, первый тупик, там тоже где-то 170 метров. После этой работы мы будем проводить там работу. От улицы Башкирская, это в районе Маяка, Первомайская и Морская улица, значит, там проложено 270 метров трубы. Протяженность столичной водопроводно-разводящей сети составляет 350 километров. В общей сложности за счет городского бюджета в столице уже заменены водоводы и водопроводно-разводящие сети около 3 километров. С 2016 года очистные сооружения находятся на городском обеспечении. Сама канализационная система тоже в плачевном состоянии, нуждается в капитальном ремонте. Только за прошедший год силами столичной администрации было заменено 350 метров канализационной трубы. Установлено 50 колодцев монолитных железобетонных. Пока мы готовили материал, произошла очередная авария. Была повреждена водопроводная труба в новом районе столицы по улице Картозе. К нашему приезду рабочая бригада уже занималась устранением проблемы. И так практически каждый день. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Мы продолжим говорить о наиболее острых проблемах жилищно-коммунального хозяйства столицы и в следующих выпусках нашей программы. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.